Селям алейкум, хайрлах шомлар. Витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн. Мы обсудим основные новости и события на 76-й день героического сопротивления Украины, украинского народа российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Ну и поддержать Первый Крымстарский вы можете, поставив просто лайк под нашими программами. Это поможет продвигать наш YouTube-канал. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть программы, которые мы производим. Я же рада представить гостя, который присоединяется к нашему эфиру. Это военный аналитик Игаль Левин. Здравствуйте. Витаю вас. Слава Украине. Как на 76-й день, по вашим наблюдениям, выглядит карта боевых действий в Украине? Мы видим, что сейчас Украина контратакует. Я, конечно же, про Харьковское направление, и очень успешно. При этом тут важно понимать такую вещь. Часто, когда об этом смотрят вот в СМИ или на картах, думают, что вот Харьковское направление там контратакуют, но при этом на Донбассе, у нас на востоке Украины, враг, да, с большими потерями, но медленно, но продвигается, там буквально по километру за несколько дней, и, казалось бы, успехов там нет. Но тут нужно просто понимать, что всю картину вместе видеть ее. Атака вот под Харьковом, которая сейчас, контрнаступление украинское, которое развивается, это же не просто попытка выйти и стремление выйти к границам между Россией и Украиной, выгнать российских захватчиков. Выгнать российских захватчиков, это, конечно, важно и нужно. Но нужно понимать, что там и дальше идет город Волчанск. И город Волчанск — это одна из артерий, баз, то есть логистических, которая снабжает группировку на Изюме. То есть группировка, которая наступает как раз Изюм и южнее, там буквально 2 артерии логистические туда идут, растянуты вот уже, получается, на сотни километров. И если у вас есть как бы 2 способа войны: либо даться в лоб с врагом, ну и гибнуть, или перерезать ему эти логистические артерии, этим лишая его кислорода и не давая возможности наступать. Так вот, развитие успеха контратаки под Харьковом, оно обеспечивает в конечном итоге замедление и пробуксовку, в конечном счете остановку продвижения войск России на Донбассе. Это очень важно. То есть нужно смотреть на эти вещи комплексно. Вместе с тем мы видим, что у нас есть юг, там фронт стоит, тяжелые бои идут. Враг пытается вот прорываться и двигаться севернее Гуляйполя, Гуляйпольское направление. Мы знаем, что продолжаются боевые действия у нас между Николаевым и Херсоном, Херсонская область, Николаевская область. Мы знаем, что у нас происходят боевые действия на острове Змеиный, Одесса, акватория вся там. Это более широко от подтопления крейсера до вот сейчас подтопления катеров российских и так далее. Ну, война в воздухе, конечно же, происходит, сбиваются самолеты и так далее. То есть примерно вот такая картина. То есть нужно ее рассматривать отдельно: уровень оперативный маленький, то есть это такие локальные бои, и уровень стратегический. Из стратегического, как я уже сказал, это наступление, контрнаступление под Харьковом, которое, как подчеркну еще раз, влияет на всю кампанию, то есть и на то, что происходит на Донбассе, и на Востоке, и на Юге в том числе. Ну и непосредственно, я так понимаю, на Мариуполь, потому что если Украина успешно проводит контрнаступательную операцию на востоке Украины, это может дать возможность украинским вооруженным силам военным путем деблокировать Мариуполь или нет? Конечно, как я уже сказал, никакая военная операция не происходит, ну, просто само по себе, такая сферическая в вакууме, то есть оно все комплексно. Конечно же, успехи Украины, особенно на уровне стратегическом, они в том числе
ведут к тому, что Мариуполь рано или поздно будет деблокирован. И насколько это будет сделано военным путем, это все информация, которая есть у Генштаба. То есть вот только Генштаб владеет той всей полнотой информации, насколько это можно или не можно сделать. То есть это не вопросы для СМИ и комментариев, потому что мы должны понимать, что любые комментарии насчет Мариуполя, они будут политическими. Только в силу того, что у нас нет всей полноты картины. Нужно понимать, что это военные вопросы. Нужно разделять очень четко политическое, социальное и СМИ, что туда идет, и отдельно военные вопросы. Теперь военные вопросы можно их делать обзор, рассматривать, давать им оценку, когда мы имеем уже информацию, то есть когда они уже случились. То есть, например, вот под Харьковом уже освобождены территории, освобождены города. Информация это публичная, Генштаб об этом заявил. Я могу, например, как военный аналитик, посмотреть, проанализировать и сказать, как это успешно, неуспешно, смогли, не смогли и так далее. Но я не буду давать оценки, например, для наступления, скажем, на Херсон или освобождения Херсона, например, того же, или деблокады Мариуполя, потому что у меня нет той полноты картины, которая есть у Генштаба. Это очень важно помнить. Но при этом, к сожалению, защитники Украины, которые продолжают находиться в Мариуполе уже на протяжении нескольких недель, обращаются к международному сообществу и, в частности, к Турецкой Республике, чтобы те поспособствовали эвакуации раненых украинских военных с промзоны Азовсталь. На ваш взгляд, это возможно? Это возможно. Такие прецеденты были в истории. То есть это нельзя говорить о том, что это просто пустые заявления. И, естественно, нельзя спекулировать, что это какие-то просьбы, отчаяния или что-то такое, мольба какая-то. Вы сами упомянули про более 70 дней войны. Мариупольские защитники, как города, так и фактически крепости Азовсталь, это, несомненно, герои. И, конечно же, вывод военнослужащих в третью страну, да, это реально это возможно. Переговоры, да, я знаю про переговоры, которые ведутся с Турцией, чтобы это было обеспечено. Я очень надеюсь, что это действительно в конечном итоге будет. И опять же, я еще раз повторю, что это не, опять же, вбросы в СМИ пустые. То есть это действительно реально. Все зависит от дипломатического, политического корпуса, от дипломатов. Тут как бы не только Украина, естественно, но и в той же Турции уже упомянутой. То есть это очень комплексное политическое. Все-таки моя стезя военная, я все-таки хотел бы в меньшей степени политические вопросы рассматривать. Ну, если говорить о военном аспекте, вы в начале нашей беседы сказали, что идут жесткие бои на Николаевском направлении, и в эти дни очень сильно, очень серьезно бомбят, как мы видим, Одессу. Можем ли мы предположить, что ближайшая тактическая цель Российской Федерации – это попытаться захватить, оккупировать Одессу через Миколаев, если им удастся оттуда прорваться? Если удастся прорваться, это ключевое. Но мы видим, что они пытались, когда у них намного более лучше положение сил было, когда у них еще не было таких огромных потерь, речь идет о десятках тысяч, когда у них была инициатива, то есть когда Украина была фактически врасплох, отчасти ее застали, когда еще она не мобилизовалась, еще до помощи и ленд-лиза, конечно же, и так далее, мы видим, что у них не получилось. Они подошли к Николаеву, там были тяжелые бои, но враг был разбит и отброшен на Николаева. Был отброшен не 1-2 километра, а по всему фронту, отброшен обратно к Херсону. Это знаменитая Чернобаевка, там и так далее, что с этим было связано. Поэтому на сегодняшний день, конечно же, мы знаем, что Кремль очень иррационален. Можно так просто взять, громко заявить, что да, они могут пойти на самоубийственную миссию, там высадка в Одессе или что-нибудь такое. Но те силы, которые у них сейчас есть, они не располагают к этому, это невозможно. Если они пойдут на такую авантюру, то это будет просто их крах, их разобьют. Как на острове Змином, их там били раз за разом с байрактарами, самолетами и так далее. А то же самое будет с десантом. Нужно понимать, что десант — это не высадка 10 тысяч или 20 тысяч человек, несколько батальонов, батальон тактической группы и так далее. Они могут высаживать от сотен, максимум до 1000 человек. Плюс вертолеты еще. Это очень все уязвимо. Группировка, то есть десант, когда он высаживается, он безумно уязвим. А умножая это на некомпетентность командиров российских, он неуязвим в 10 раз, можно говорить. Кстати, по поводу некомпетентности хотела с вами поговорить. Какой вам за время
такой активной фазы войны России против Украины. Так-то мы понимаем, что она началась еще 8 лет назад с оккупации полуострова в 2014. Какой вам показалось состояние российской армии? Ведь до этого же пропагандировалось, что вот вторая великая армия мира и так далее. А на самом деле какая она? На самом деле, я еще до начала полномасштабной войны ожидал от них больше инициативности. От все уровни. То есть от младшего, среднее и старшее звено офицерское ожидал больше инициативности. То есть они абсолютно безинициативны, очень консервативны, предсказуемы в своем поведении и не учатся на своих ошибках. Это большой шок был для меня, и не только для меня, для других военных аналитиков, в том числе моих коллег из Израиля. Это один из главных центральных шоков. Можно совершать ошибки, конечно же. Военное искусство очень сложное. Можно совершать страшные ошибки, но ты должен учиться, должен как-то пытаться изменить свои алгоритмы действия. Они абсолютно этого не меняют. Мы видим, опять же, война, как я упоминал, Изюм, направление группировка, это то же самое, что было под Киевом. То есть такое ощущение, что они абсолютно не учатся. С чем-то связано, это еще предстоит разобраться, нужно больше данных, больше иметь информации. Война еще близко даже не закончилась, поэтому сейчас еще рано делать какие-то такие заявления. Поэтому, если отвечать на вопрос, какая она очень неповоротливая армия, имеется в виду, опять же, неповоротливая, консервативная, безинициативная, немотивированная. Это, я думаю, основные категории, которые ими можно описать состояние. Это на самом деле страшно, потому что, страшно для них, естественно, для Украины это счастье, потому что воюет не железо. То есть мы видим, что они используют там танки Т-90М «Прорыв» и в том числе серьезные системы, например, система термобарическая «Солнцепек». Это страшная система на самом деле. И были ситуации страшные уже на войне, когда эта система попадала, там выжигает все. То есть те люди, которые противостоят этому, это герои самые настоящие. Это действительно страшные системы. Но воюют люди, не системы. У вас могут быть лучшие вертолеты, у вас могут быть лучшие солнцепеки, у вас могут быть танки Т-90М «Прорыв», сколько угодно, но воюют люди, командиры, и это их ахиллесова пята, то есть это их слабость. Но если мы говорим именно о бое, потому что мы можем говорить о долгосрочных перспективах, это, естественно, их сейчас закрытость от мира, невозможность пополнять свои технологии, с помощью современных, то есть ограниченность технологическая. Здесь мы говорим уже о каких-то до конца 2022 года, 2023 год и так далее. А если мы говорим конкретно только о поле боя, то это, естественно, командный состав, некомпетентность командиров. Ну а если мы говорим о том, что Россия на протяжении этих последних 76 дней выпустила по Украине огромное количество ракет, остается ли у нее еще мощи и запаса комплектующих, чтобы пополнять эти запасы, или производить новые ракеты? Современные ракеты, все зависит от того, какие запасы у них комплектующих осталось. У меня нет такой информации. То есть все зависит от этого. Но новые комплектующие никто им не поставит. И отдельно есть разговор о Китае, насколько Китай будет поставлять. Но опять же, это только разговоры. И нужно не забывать, что Китай все-таки свою игру играет. Он не хочет ссориться и ругаться из США и западным миром в целом, только по вопросам, скажем, передачи технологий. Да. То есть это вопрос дискуссионный. У нас нет на него пока ответа, как Китай себя поведет. Нужно не забывать, что у России при этом есть старые советские ракеты, она уже начала их использовать, например, Х-22 ракеты. Это ракеты еще в 50-е годы разработаны, чтобы вы понимаете, то есть ей больше 50 лет. То есть это очень древнее оружие. То есть там реально платы и лампы, то есть такое все древнее. Но оно летит, убивает по Одессе, оно не точное, конечно же. Оно было точно до 50-х годов, 60-х, но сегодня оно не точно, там огромный разлет, часто речь идет о сотнях метров. Они могут целиться в какой-нибудь там объект военный, а ракета прилетит в дом гражданский. И сколько такого советского древнего у них, непонятно, неизвестно, потому что никто не вел учета. Даже если кто-то вел учеты в 90-е, нулевые и так далее, то, естественно, учитывая коррупционные схемы, продажу оружия на черные рынки, никто вам не скажет настоящие цифры, сколько действительно этих ракет. 100 или 200 или 500 именно древних советских ракет. Поэтому это действительно вопрос, где цифры будут очень плавать. Вам эксперты и аналитики могут называть разные цифры, но они все равно будут очень плавающими. И, пане Игорь, последний вопрос. Я понимаю, что прогнозирование дело неблагородное, тем более, когда речь идет о военном деле, когда у нас каждую минуту просто в геометрической прогрессии меняется ситуация. И все же, что нас ждет в ближайшей перспективе?
Ну, это будет звучать банально, ждет война, и война будет надолго в той или иной фазе. То есть я не могу сказать, что она будет долго в горячей фазе, вот именно такой, или она будет эпизодически. Но нужно понимать, что пока существует режим Путина, в широком смысле слова, что Путин не один, а там все-таки, как-то называется, партия войны. Как существует этот режим в России, будет война, она еще надолго. То есть если кто-то думает, что прямо завтра это все закончится, то с большей долей вероятности, мы ничего не можем утверждать на 100%, но с большей долей вероятности нет. То есть это война надолго, на долгие месяцы, возможно, годы. И это заявление в том числе Генсека НАТО. Я думаю, они там рассматривают, у них немножко больше информации, чем у нас, и у вас, и у меня, и, мягко говоря, больше информации. И вот я думаю, Генсек НАТО не делал бы такого заявления просто на пустом месте, то есть не опираясь на какие-нибудь данные. И он сказал, что война на месяцы, а возможно годы. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время и подключились к нам в эфир. Слава Украине! Игаль Левин, военный аналитик, офицер израильской армии, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем наш эфир и ждем соединения следующего гостя. Я пока продублирую еще раз, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Тем временем белорусское военное руководство начало второй этап внезапной проверки боеготовности войск. В Генштабе хотят реагировать на угрозы со стороны вооруженных сил Украины вдоль линии границы. Об этом сообщает белорусское государственное информагентство «Белта» с комментарием министра обороны Беларуси Виктора Хренина с телеграм-канала Министерства обороны. Там сказали следующее. Созданная вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тысяч человек также требует от нас реакции с целью обеспечения безопасности Республики Беларусь. На южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на 3 тактических направлениях, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Олександр Лукашенко. Військовий експерт, історик Михайло Жирохов зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго дня. Пане Михайло, там в Беларуси заявляют об очередной проверке боеготовности своих войск, якобы вот для принятия, уже превратилось в такой мем, конечно, но вот для превентивных мер, как сказал до этого Лукашенко. Чего ждать нам сейчас от Белоруссии? Почему сейчас снова идет проверка боеготовности белорусских сил на границах с Украиной? Ну, це чергова гра Путіна на те, щоб змусити наше командування тримати на західному кордоні війська, які зараз потрібні у Харківській області та на Донбасі. Ніякого військового загострення зі сторони Білорусі, очевидно, не буде, але наше командування вимушено там тримати додаткові сили. Ну вот недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что не исключает того, что Российская Федерация снова попытается наступать на Киев и на Киевскую область. Какова вероятность, на ваш взгляд? Ну, знаючи російські реалії, можна сказати, що ця вирогідність близька до нулю. Однак все, що може бути, Путін може це зробити такий останній ривок для того, щоб змусити українську владу сісти за стіл перемовин. Угу. Ну, близка к нулю. Почему? Из-за недостатка военного потенциала, ресурсов, боеспособных частей в Российской Федерации? Или почему? Ну, по-перше, кількість високоточної зброї вже вона закінчується, це очевидно. Вони почали використовувати радянські зразки, які менш потужні, менш сучасні, скажімо, прямо. По-друге, для того, щоб
починати і продовжувати свою агресію, їм потрібна зброя, яку вони зараз знімають з складів там, де вони зберігаються. За Уралом, на сході, в Сибіру, там, де зберігається ця зброя. Очевидно, що її не вистачає навіть для тієї війни, яка йде зараз. А что это за оружие? Это старое советское оружие? О нем идет речь? Знову ж таки, так, стара радянська зброя, яка знаходилась на зберіганні після 91-го року. Угу. И вместе с этим, если мы говорим о боевых действиях в других направлениях, в частности, восточной части материковой Украины, а также на южной, вот сейчас мы видим, как вооруженные силы Украины проводят успешную контрнаступательную операцию в Харьковском направлении. Вот по вашим оценкам, по вашим анализам, через какое количество времени Украина сможет, украинские вооруженные силы, выйти на административную границу с Российской Федерацией? Маючи на увазі Харківську область, то це може бути досить швидко, тому що там зараз є підрозділи, бойові підрозділи, які мають достатньо зброї, боєприпасів, але це не буде означати перелом у війні. Це буде такий локальна перемога, але вона дуже важлива на фоні того, поки ми отримуємо західну зброю. А по Донбассу каковы перспективы после Харькова? Там ситуація досить напружена. Росіяни використовують тактику вичавлювання. На жаль, зараз у них є перевага в артилерії і в авіації. Тому нашим підрозділам там зараз єдине, що потрібно втриматись на тих позиціях, на яких вони зараз є, поки західна зброя не прийде в тих масштабах, в яких можливо буде провести контрнаступальную операцию и там. Вчера президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден подписал закон о ленд-лизе, который проголосовали в Палате представителей США. И это очень важное для Украины событие, очень важный закон, который мы так долго ждали. Вот согласно этому закону, какое сейчас оружие может поступать Украине? Ну или в каком оружии сейчас есть острая необходимость? Ну, почнемо з останнього питання. По-перше, зараз необхідна велика кількість артилерії і велика кількість засобів протиповітряної оборони для того, щоб нівелювати російські переваги. А по-друге, ця зброя по закону про ленд-ліз піде до України дуже швидко, тому що західні аналітики говорять про те, що вона буде передаватися прямо зі складу американських частин, які нині дислокуються в Польщі та Румунії. Однак тут є одне величезне питання – це час. І час на підготовку наших розрахунків та екіпажів. Як тільки ця зброя сама по собі воювати не буде, і тому як швидко українські військовослужбовці зможуть цією зброєю опанувати, так швидко і буде перелом у війні. На жаль, це не тиждень і не два. Так, это может занять месяцы? До 1,5-2 месяца. Угу. А какая будет, на ваш взгляд, реакция страны-агрессора России? Они же там неоднократно заявляли, что будут считать законной целью конвои с военной техникой, которая поступает в Украину со стороны наших западных партнеров. То есть можем ли мы ожидать ужесточения ситуации в западной части Украины? Конвої і зараз є такою ціллю. Вони ніколи не були такою собі. Атакувати конвої на території Польщі або інших країн вони не будуть, а нині вони не мають такої можливості зараз ці конвої перехоплювати. Якщо б така можливість у них була, вони б її давно вже використали. Пане Михайло, по Херсону еще несколько вопросов. Вчера в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали о том, что Россия на территории оккупированного полуострова, в северную часть полуострова, стягивает дополнительные подразделения артиллерии, таким образом готовясь к
боевым столкновениям по Херсонской области. Вот как будут развиваться дальнейшие события по Херсону? Битва за Херсон будет жорсткою? Ну, битва за Херсон, вона буде повністю залежати від того, як буде проходити бойові дії на Донбасі. Донбас є зараз основною театром бойових дій, і росіяни зараз не готові наступати на Миколаїв там з прицілом на Одесу. І зараз їм потрібні сили, саме сконцентрували всі свої сили вони на Донецькій, Луганській і Харківській напрямку. Вони розвивають наступ з тим, щоб взяти в оточення угруповання, яке знаходиться на Донбасі. То есть правильно ли я понимаю, что после того, как украинские вооруженные силы освободят оккупированный Донбасс и выйдут на границы с Российской Федерацией, только тогда могут начать контрнаступательную операцию по Херсону? Или это после прибытия в Украину дополнительного оружия может происходить одновременно? Тільки після того, як буде достатньо зброї, тільки тоді можна говорити про контрнаступательну операцію. Нині, на жаль, ми тільки, але втримуємо з великими втратами, з великими мужеством і героїзмом, але ми втримуємо тільки ті позиції, які є. Але все може змінитися і зміниться буквально влітку. І вопрос последний по Крыму. Военное возвращение Крыма в состав Украины реально? На жаль, це пов'язано з готовністю Путіна використовувати ядерну зброю. Это как? Тому що Крим окупований, він зараз знаходиться в Конституції Російської Федерації. І це привід для того, щоб використати ядерну зброю. Тому що в документах російських, якщо є напад на російську територію, Путін має право використати ядерну зброю. І це для Заходу дуже критично, і я не думаю, що вони будуть дуже задоволені, якщо ми почнемо операцію по деокупації Криму. Но мы ведь субъектные, мы ведь отстаиваем свою территориальную целостность Украины, и только Украина может определять, как ей действовать дальше, нет? Абсолютно правильно, але ж зараз питання деокупації Криму, на жаль, не є на повістці дня. То есть правильно ли вас понимаю, что на каком-то этапе, если Украина возвращается к позициям 23 февраля 2022 года, то может начаться переговорный процесс по Крыму, по Донбассу или нет? Позиції 23 лютого вже не буде. Так. Офіційна позиція України – це повне звільнення територій Донецької і Луганської областей. А по Криму я не готовий зараз сказати, що саме буде або політичне рішення, або військове, але військове зараз виглядає досить примарно. И по поводу ядерного оружия, о котором вы упомянули, действительно ли в Кремле и непосредственно Путин настолько спятил, что может попытаться применить оружие массового поражения? И насколько я понимаю, это ведь не так просто, то есть там же должна пройти целая цепочка принятия решений. Це що стосується стратегічної ядерної зброї. Що стосується тактичної ядерної зброї, то вона, згідно уставам військовим, використовується незалежно від рішення. Тобто є рішення Москви, але воно більше простіше використовувати цю ядерну зброю. А по поводу того, що готується Путін використовувати ядерну зброю, на параді 9 травня планували показати так званий літак судного дня. Це означало те, що Путін готовий розпочати ядерну війну і використає цей літак саме для збереження життя військово-політичного керівництва. Но не показали. Так. В останній момент Путін з якоїсь причини, зараз всі західні аналітики ламають голову, з якої причини, але
це було б червоною лінією для Заходу. Дякую вам дуже, пане Михайло. Чухсагулно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Михайло Жирохов, військовий експерт, історик, був з нами на прямому зв'язку. А в Харьковской области силы обороны Украины освободили населенные пункты Черкасские Ташке, Русские Ташке, Рубежный и Байрак. Об этом сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там пишут, штаб сообщает, что враг наращивает также темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне, оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил. Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східна правозахисна група, політолог, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю вас. Пане Павло, мы видим, как вооруженные силы Украины ежедневно рапортуют о проведении успешной контрнаступательной операции в различных направлениях. Как вы думаете, как дальше будут развиваться события? Как скоро мы сможем выйти по Харьковской области на границе с Россией? Ну, по Харькову, в принципе, и по всей войне, военной агрессии России, после вчерашнего выступления Путина, у меня как бы нет иллюзий того, что, скорее всего, они планируют ограничиться Донбассом. Угу. Вот. И сейчас мы видим, как ВСУ, да, они как бы идут в контрнаступление, освобождают один за одним населенные пункты возле Харькова, да, и там, в принципе, уже немного осталось до выхода на границы с Харьковской области. То есть вот так, как русские ушли, оккупанты, от Киева и Сум, точно так же уйдут из Харькова. Вот. Но я в этом уверен, потому что есть политические предпосылки. Я вам более того хочу сказать, даже по Херсону политики, да, там легитимные политики, там уровня там, первого заместителя главы комитета по международным делам Госдумы начали говорить, что заявления о том, что Херсон войдет в состав России, были поспешные. Да, это все вот началось буквально в преддверии выступления вчера Путина. Поэтому я думаю, что вот если проанализировать вывод этой речи Путина, то там были четкие расставлены акценты на Донбасс. Я думаю, что отовсюду они уйдут не потому, что они не хотят, а потому что они встретили сопротивление, они не ожидали, что граждане так в Херсоне будут выходить, они не ожидали, что будут вот идти такое очень жесткое сопротивление на военных фронтах. Ну, про идеологию я вообще молчу, да, то есть они ее провалили, они проповедуют идеологию русского мира, а тот же русский оккупант из Бурятии или из Якутии, он не понимает, почему должен воевать за русский мир, да, то есть они что-то нам намешали, какой-то гибрид национализма в многонациональной стране, что не может быть априори. Вот. Ну, это я так вижу ситуацию. Мы знаем, что на новооккупированных территориях Украины Российская Федерация создает так называемые фильтрационные лагеря. Можете, пожалуйста, объяснить вот нашим зрителям популярно, что из себя представляют эти фильтрационные лагеря, что там происходит, как их много на новооккупированных территориях? Смотрите, не только на оккупированных территориях, они уже и при ФСИН Российской Федерации пооткрывали, при каждом вот учреждении ФСИН Российской Федерации они пооткрывали концлагеря. Они так и называются, концентрационные лагеря. То есть они туда привозят военнопленных из Украины, а также они туда привозят людей, которые попали под фильтрацию из числа депортированных. Да, то есть в Российскую Федерацию. То есть надо понимать, что... Да, а как проходит эта фильтрация? Просто хочу понять, да, фильтруют сейчас, как, да, кого? Вот сейчас рассказываю, да, то есть есть несколько этапов, как бы, да.
А фильтрация идет, если мы берем оккупированные территории, то там просто вот как бы тебя проверяют, там твой телефон, там заранее анализируют, сверяют тебя с базами данных, а потом еще у них есть местные агенты, ну, наверное, полицаи, их так надо назвать, которые заранее тебе могут дать характеристику. Ну, какой-то там местный, который знает, жил всех. И вот они ему звонят и говорят, ты знаешь что-то про такого человека? Мгм. И вот он, даже если он может не знать, но ему в голову забредет, да, это там укроп, или это там фашист, или там этот, и человека сразу арестовывают, да. Им выдают талончики. Вот уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова демонстрировала у себя в Фейсбуке вот такие талончики, на которых написано дактилоскопирован. Да, то есть специально выдают паспорт фильтрации, и в Мариуполе заставляют проходить и на временно оккупированных территориях раз в 7 дней эту фильтрацию. То есть ты раз в 7 дней должен прийти, они говорят, что это на период военного положения, прийти, там поговорить с сотрудником спецслужбы, вот, это местная МГБ, но иногда сидит и ФСБ. Ну, в Мариуполе, например, это только ФСБ, да, а вот если там берем Старобельск, там, где не было особо боев и территорию захватили, там уже сидят местные МГБ. И вот они задают вопросы там наводящие, то есть они вот так вот пытаются работать с населением. То есть 3 этапа идет, три результата идет этой фильтрации. То есть либо тебя пишут, что ты ну, то есть, как бы, ну, там, обычный человек, политических убеждений не умеешь, там, ни с кем не сотрудничал, в ООС или в АТО не воевал. Либо же ты пишешь как там зона риска, и тебе просто записывают на карандаш, что за тобой надо понаблюдать. 3-й этап – это арест. 4-й – это просто ты пропал без вести, тебя куда-то вывезли. Есть определенный у них список группы активистов, группы людей, которые, ну, как бы имеют влияние на остальное общество, пользуются авторитетом, и у них проукраинские позиции. Эти списки составлены ФСБ, правильно я понимаю? Они приходят с готовыми списками на территорию. Смотрите, я вам расскажу, кем эти списки составлены. Эти списки составлены людьми, которые проживали на территории Украины. Это могут быть люди из числа, к примеру, приверженцев партии ОПЗЖ или партии регионов, как это в Луганской области, которые все это время, пока вот, с 2014 по 2022 они жили на территории, то есть как бы вот так пользовались какими-то привилегиями или просто наблюдали, составляли эти списки и передавали их в ФСБ. Так что, по сути, Алло. Алло. Ага, я понимаю, что у нас прервалась связь, к сожалению, с паном Павлом. Мы попробуем еще раз его перенабрать. И еще несколько вопросов остается по этим концентрационным лагерям, которые создала Российская Федерация как на новооккупированных территориях, так и на своей территории, куда вывозят граждан Украины. Пане Павло, да, извините, прервалась связь. Я, к сожалению, Да, вот вы говорили о том, что эти списки составлены приверженцами русского мира, там, возможно, представителями ОПЗЖ, ну или просто завербованные, возможно, какие-то российские агенты на этой территории были. Скажите, а вот каковы условия содержания людей в этих концентрационных лагерях? Что там с ними происходит? И подвергаются ли они там давлению или, не дай бог, пыткам? Конечно, и подвергаются давлению, и пыткам, и там уже, в принципе, они действуют по алгоритму. То есть там, я знаю, в Докучаевске есть, это оккупированная часть Донецкой области, есть в колонии в Перевальском районе, это Луганская часть оккупированная, да, и, соответственно, там есть полный букет. И пытки, и все-все-все. Есть ли у нас какие-то возможности или механизмы влияния на эти процессы? Что мы можем сейчас делать? Ну, понимаете, только военным путем, либо бунты поднимать в этих колониях, в этих вот зонах, для того, чтобы сломить сопротивление оккупантов. Вот там. То есть, ну, смотрите, есть несколько методов работы. Если мы не можем сейчас это сделать военным путем, значит, необходимо работать изнутри. Вот как мы сейчас с коллегами, с группой политологов, стараемся разработать технологию
не провоцирования, а технологию всплеска регионального этнического сепаратизма в Российской Федерации, для того, чтобы со своих границ, внешних границ Российская Федерация начала заниматься, тушить пожар у себя внутри и таким образом решить вопрос на фронтах, понимаете? То есть это один из методов. Точно так и по ОРДЛО у меня был опыт работы. В 2016 году я туда освободил 3 человек из колонии ЛНР, там, без помощи государства, но мы сделали огромную широкомасштабную кампанию с конкретными людьми, конкретно показали, тогда пока этот сайт BBC напечатал. Сейчас это сложнее все сделать, потому что тогда это был, знаете, такой информационное затишье, и у нас такой был как гром среди ясного неба. А сейчас про Украину пишут все, говорят все, и для Российской Федерации поддаваться вот на такие вот моменты, это, как сказать, уступать. И поэтому здесь у нас должна быть более широкая кампания. Также внутренние протесты необходимо проводить. Вот, кстати, да, про внутренние протесты я и хотела у вас спросить. У нас вот буквально 2 минутки. Мы видим, что западные партнеры Украины вводят огромное количество санкций против России. Россия сейчас лидирует по количеству санкций против нее введенных. Когда наступит такой момент, что русский человек поймет, что он живет в нищете, что уже так больше невозможно, и выйдет на протест, на бессрочный протест? Смотрите, тут даже немножко не так. На сегодняшний день уже зафиксировано учеными, причем российскими учеными даже, да, это то есть не какая-то украинская пропаганда, как они говорят, что символы сепаратизма начали доминировать на местных политических протестах в Российской Федерации. Например, на протесте в Екатеринбурге по строительству храма присутствовали флаги Уральской Народной Республики. Да, это региональный сепаратизм. Точно так же, к примеру, там в Татарстане, в Ингушетии, там есть очень сильный этнический сепаратизм. И люди уходят в этот этнический сепаратизм и смотрят на сепарацию своих регионов как закрытие, знаете, как они хотят спрятаться от последствий неправильных решений федерального центра и таким образом, или обелить свою репутацию, или отмежеваться от них. И это есть уже сейчас. То есть мы наблюдаем рост таких огромных протестных акций, да, и политических столкновений внутри Российской Федерации даже сейчас, да, вот будет у нас когда-то побольше времени, я вам расскажу, там вот за это время, апрель-май, там были очень масштабные на местах протесты против проведения военной агрессии против Украины, даже их партийцами, понимаете, то есть, мы этого просто не видим, а мы этим системно занимаемся, отслеживаем, чтобы знать, на какие точки надавить, чтобы Россия рухнула. В таком случае продолжим нашу беседу в следующих наших эфирах. Спасибо вам большое, что нашли время и подключились к нам в ефір. Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, політолог, був з нами на прямому зв'язку. А сейчас к нашему ефіру присоединяється Віктор Шлінчак, засновник, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю, колеги. Про поддержку мирового сообщества Украины хотелось бы с вами поговорить. Вот насколько вы оцениваете поддержку, оказываемую нам со стороны западных держав, достаточно? Ми говоримо українською, російською. Як вам зручніше? Найкраще українською, звичайно. Будь ласка. Дякую. Я сьогодні вже прочитав рішення латвійського уряду, латвійського парламенту і про те, що вони визнають те, що відбувається зараз з російсько-українською війною, фактично як геноцид. Я думаю, що це тільки початок. Я думаю, що дуже багато країн західних будуть так само робити подібні визначення, оскільки зараз працює дуже багато слідчих, які ведуть справу навколо того, що відбувалося в Бучі, в Бородянці, в інших містах і селищах України. Я думаю, що якраз позиція буде змінюватись. І змінюватись буде вона по тому, як Україна буде ставати сильнішою і більш озброєнішою. Це загальновідомий тренд про те, що
Як тільки країна починає вигравати війну, дуже багато країн інших хочуть бути на стороні переможців. І в даному випадку, звичайно, ми маємо якийсь певний ряд країн, які постійно нас підтримують, там Польща, країни Балтії, тому що вони прекрасно розуміють можливу там небезпеку від Російської Федерації. Інші країни, вони тільки до цього доростають, скажімо так. Можем ли мы сказать в таком случае, что страх войны в Европе, да, перед войной, которую мы наблюдали на протяжении 8 лет последних, собственно, и привела к этой войне? Я би сказав, що мені здається, що багато країн легковажили. Тут якраз зараз це не тільки останніх 8 років, до речі, мова йде не тільки про останніх 8 років. Мені сподобалось те, що, наприклад, президент Байден, він дуже чітко і правильно сказав, що зараз іде де-факто війна чи протистояння між демократіями і авторитарними режимами. І хто із них, це принаймні останніх 50 років, ми можемо казати, що така історія відбувається. І мені здається, що в багатьох демократичних країнах люди, їх лідери інколи досить сильно розслабилися, тому що вони думали, що можна жити спокійно, будувати якісь плани на майбутнє і не звертати увагу, що відбувається навколо них. А коли авторитарні режими за рахунок тих самих країн, які жили спокійно, які де-факто фінансували ці авторитарні режими, і ці авторитарні режими посилювали тільки, то рано чи пізно Європа зіштовхується з такими подіями, як було в 1939 році з Гітлером, і які ми зараз маємо з Росією. Я, до речі, не виключаю, що там історія із Китаєм – це теж буде великим викликом для людства. Вот вы провели аналогии с 1939 годом, там что же была Мюнхенская конференция, пытались там премьер-министр Великобритании Чемберлен договориться с Гитлером, в итоге это ни к чему не привело, через год началась война, и вот мы видели, что на протяжении 8 лет западные страны также говорили Украине, что нужно вести переговоры, там Минские соглашения и так далее. Ну и, собственно, к чему у нас была теж Мюнхенская конференция, да, кстати, да, у нас тоже была. И в итоге это все привело вот сейчас к войне. Нет ли у вас опасений, что на каком-то этапе наши западные партнеры снова скажут нам, что нужно начать переговорный процесс? Будь-яка війна закінчується переговорами, скажімо так. Все залежить від того, як зараз будуть відчувати себе Збройні сили. І мені здається, що Збройні сили якраз задали порядок дня і повістку, взагалі цю повістку, військову повістку, яка стала неочікувана, в тому числі для наших західних партнерів, які, ви пам'ятаєте, писали навіть відверті там депеші про те, що Київ впаде за 2 дні, і розвідки усіх країн не передбачали, що український народ повстане, що українська армія почне так оборонятися, що почне битися. І навіть те, що відбувається зараз в Маріуполі, це теж величезний такий символ. 75 днів хлопці боронять країну. Для багатьох, я думаю, що і європейців, і взагалі для Великого Заходу, це дуже серйозні такі потрясіння і переосмислення. І я думаю, що коли вони почнуть нам ставити якісь умови, вони в першу чергу повинні зважати на це. Тому що бажання світових лідерів – це одне, а позиція нової української нації – це зовсім інше. Эта война показала, что, к сожалению, международные институции, которые были созданы после Второй мировой войны для сохранения мира и безопасности, оказались абсолютно неэффективными. И, в частности, речь идет об Организации Объединенных Наций, ну и, собственно, о Совете Безопасности ООН. Вот после победы Украины изменится ли
миропорядок? Я думаю, що дуже багато організацій зміниться. Насправді це стосується не тільки Організації Об'єднаних Націй. Ви пам'ятаєте, як Ліга Націй почала в Бозі після Другої світової війни, і це був теж великий такий крок до того, щоб зорганізувати нову організацію, навколо якої повинні об'єднатися країни задля своєї безпеки. Давайте будемо відверті. Організація Об'єднаних Націй свою функцію не виконала в даному випадку. Вона не виконала її ні зараз, ні 2014 року. Де-факто попрані фактично всі міжнародні договори, де-факто попрана безпека взагалі в регіоні. Тобто Організація Об'єднаних Націй показала, що вона не дієздатна. А те, як Путін повівся із секретарем цієї організації, який перебував в Києві, показавши своє ставлення до цієї організації у вигляді скинутих ракет якраз на Київ в той час, як він перебував тут, це ще один доказ того, що ця організація не має ніякого майбутнього. До речі, я думаю, що подібних стресових ситуацій зазнають дуже багато організацій. Це стосується і ОБСЄ, і знову у нас є питання до Червоного Хреста, такої організації, якій вже майже 100 років, і яка теж не змогла в певний час виконати свої функції. Це, можливо, буде і стосуватися і Європейського Союзу, і НАТО. Тому що дуже багато країн, ви бачите, що починають дрейфувати в бік якраз авторитарної моделі правління. А як ми пам'ятаємо, що дуже багато якраз речей в статутах Європейського Союзу і в НАТО якраз базуються на демократичних принципах, на демократії. І тут і через оце протиставляння вони можуть якраз втратити навіть своє членство. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Чохсагловно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Віктор Слінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, був з нами на прямому зв'язку. А я с вами не прощаюсь. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Замана». А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир с председателем Меджлиса крымского народа Рифатом Чубаровым. Не переключайтесь.